Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены комиссии. Сегодня я рада представить вам, вашему вниманию, методическое пособие по русскому языку и литературе на тему использования новых технологий на уроках русского языка и литературы. В данном пособии собраны различные методики и элементы образовательных технологий, а также разнообразные виды ИКТ, которые могут быть использованы в учебной деятельности. Все предложенные методы доказали свою эффективность и ориентированы на достижение высоких результатов. Методическое пособие предназначено для учителей и может служить дополнительным ресурсом в их педагогической практике. Разрешите мне предоставить свой материал, который будет способствовать активному вовлечению учащихся в процесс обучения, развивать их навыки работы в группе и индивидуально. Итак, цель моего пособия – это предоставить педагогам практические рекомендации и инструменты по эффективному использованию современных цифровых технологий на уроках русского языка и литературы в условиях обновленного содержания образования. Задачи. Первое. Показать возможности цифровых образовательных платформ для визуализации учебного материала, развития креативности и вовлеченности учащихся. Предложить педагогически обоснованные формы и методы работы с цифровыми инструментами при изучении русского языка и литературы, включая конструирование заданий, оформление презентаций, разработку проектов. Продемонстрировать сценарий уроков и внеклассных мероприятий, интегрирующих ИКТ, соответствующих уровням обучения и критериям оценивания по модели обновленного содержания. Содействовать развитию методической культуры и цифровой грамотности учителей, формировать готовность к внедрению новых технологий в профессиональную практику. И последнее – это обеспечить преемственность между традиционными и инновационными подходами, сохранив при этом ценности предмета и цели гуманитарного образования. Новизна моего пособия – это первое – интеграция цифровых инструментов в содержание уроков. В отличие от традиционных пособий, где технологии упоминаются эпизодически, данное пособие системно включает в себя использование онлайн-платформ, интерактивных презентаций, QR-кодов и приложений. Методическая гибкость и практическая направленность. Пособие предлагает методики и медиаграмотность путем внедрения работы с различными цифровыми медиатекстами. Совершенствование профессиональной ИКТ-компетенции учителей. Это расширение их методического инструментария и повышение готовности к использованию смешанных дистанционных форм обучения. Создание условий для организации проектной, исследовательской и творческой деятельности, направлена на углубленное осмысление языковых и литературных тем с использованием цифровых ресурсов и повышение качества освоения программного материала. Пособие состоит из 5 разделов. Первый раздел – это теоретико-методологическая основа. Второе – цифровые инструменты и ресурсы. Третье – методические рекомендации по использованию новых технологий. Четвертое – это практическая часть. И пятое – результаты и эффективность применения новых технологий. Итак, использование электронного обучения и новых технологий дает нам, первое, может использоваться для обсуждения, исследования, совместной работы, предоставляет обучение за пределами класса, придает участникам большое чувство соучастия в задании, дает возможность искать новую информацию и находить свои собственные инструменты и предлагает увлекательные инструменты для активного обучения. Преимущества. Структурированность. Каждый урок имеет четкую структуру, цели, задачи, методы и формы работы, что облегчает подготовку учителя. Гибкость. Учителя могут адаптировать предложенные планы под конкретные условия своего класса и уровень подготовки учеников. Мониторинг успеваемости. Чтение критерий оценки. Четкие критерии оценки помогут учителям отслеживать прогресс учеников и корректировать учебный процесс при необходимости. И, конечно же, поддержка. Пособие станет незаменимым помощником для начинающих учителей, предоставляя им готовые решения и идеи для проведения уроков. В условиях цифровизации можно, здесь чуть не видно, можно реализовать их с помощью следующих инструментов. Это Wordwall, прекрасно, для кластеров, синквейнов, для создания таблиц, эссе, для фишбоун, диаграммы, тамплайны и так далее. Вот я вам хочу показать
элементы моих проведенных уроков с использованием Learning Apps. Это мобильное обучение, дифференцированное обучение, процесс обучения интерактивный. Первое – это быстрота выполнения задания, мотивированность обучаемых, который нам дает, помогает решить учебные задачи, развивает критическое мышление, развивает толерантность, готовность конструктивно обсуждать различные точки зрения. И вот использованное Padlet. Оно развивает способность сопоставлять собственное мнение с мнением одноклассников, находить выход из ситуации в межличностном общении, осознавать свои достижения и неудачи, выполнять профессиональные роли и действия и рефлексивно оценивать свои возможности. Вот отрыв – это элементы уроков. И, конечно же, интерактивные формы проведения занятия пробуждают у обучающих интерес, формируют у обучающих мнение, отношения, жизненные навыки, поощряют активное участие каждого в учебном процессе, оказывают многоплановое воздействие на обучающихся и способствуют эффективному усвоению учебного материала. Спасибо за внимание. Можете мне прислать обратную связь через